Скажите, пожалуйста, а чем вообще занимаются депутаты? Ну вот в представлении людей, чем занимаются депутаты, когда их показывают по телевизору, они сидят, кто-то смотрит планшет, кто-то смотрит телефон, что-то там происходит, и всем, ну, как будто бы немножечко все равно, что происходит. Я тоже хотел об этом сказать. Я с этим столкнулся, что действительно в нашей стране есть некие стереотипы про депутатов. Потому что, ну, существует много шуток, много анекдотов. Мы готовим на кухне МГС «Мебель». Крупнейший российский производитель корпусной мебели теперь и в Казани. Актуальные современные кухни в любом стиле. Огромный выбор качественных материалов от демократичных ПВХ-покрытий до элитных итальянских пластиков и модного испанского алвика. Модные оттенки, сложные текстуры и надежная фурнитура. Изготовление по индивидуальным размерам и адекватные цены. Фирменный салон в Казани, ТЦ Савинова, 5-й этаж. МГС «Мебель для жизни». Здравствуйте, уважаемые телезрители и сәмісіз қадірлі дуслар. Вы смотрите программу «Секреты татарской кухни». И сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы Российской Федерации Борис Давыдович Менделевич. Доброе утро. Доброе утро, Борис Давыдович. Здравствуйте. Как настроение у вас? Настроение боевое. Да? Я готов. Я придумал то, что я буду готовить. Так. Но, во-первых, вначале я бы хотел вас угостить, так скажем, произведениями моего огорода. Так. Значит, скажем, вот есть пюре из груши. Ого. Это собственного приготовления. Варенье из сливы. Ничего себе. Мы такие вещи любим. Из черники. Есть также пюре из яблок. Ага. Ну и, понятно, соленые огурчики. Помидорчики. Соленые помидорчики, ну и так далее. Слушайте, Так что спасибо вам ешьте на огромное. здоровье и вспоминайте меня. Борис Менделевич, доктор медицинских наук, депутат Государственной Думы Российской Федерации. Родился в Казани в семье ученых и врачей. Окончил лечебный факультет Казанского государственного медицинского института. Работал в Казанской психиатрической больнице, сначала врачом-психиатром, а затем и заведующим отделением. Был главным врачом научно-диагностического центра при КГМУ. Им опубликовано более 110 научных работ. Защищены кандидатская и докторская диссертации. С 2006 года находился на государственной службе. Работал в аппарате Кабинета министров Республики Татарстан, а затем в администрации президента Российской Федерации. Борис Давыдович, ну расскажите, пожалуйста, что мы сегодня будем готовить? Вы сказали, что вы уже все придумали. Я родился и вырос, и вообще всю свою жизнь провел в Татарстане. Так. И, естественно, мне очень близка татарская кухня. И то, что мы сегодня будем делать на основное блюдо, называется кыздырма. Я думаю, всем известное блюдо из конины. Но когда я начал сравнивать, и когда я начал в первый раз узнал, что такое кыздырма, оказалось, что это блюдо очень близко по изготовлению, по приготовлению с еврейским блюдом, которое называется цимис, и которое готовила моя бабушка. По большому счету, это некое овощное фруктовое рагу с мясом. В еврейской кулинарии оно иногда готовится без мяса и является десертным блюдом, потому что оно сладкое, потому что готовится из фруктов и овощей, имеющих сладкую основу, фруктозу. Сегодня мы берем конину, так как все-таки мы готовим кыздырму, а не цимис. Да? И тушим эту конину с теми продуктами, которые я сегодня здесь вам приготовил. Значит, давайте так. Я займусь мясом, а вы, насколько я знаю, вы это дело очень любите, вы займетесь луком. Я уже в предвкушении. Да. Иногда делают не только из конины, иногда делают из бараньих ребрышек. Так. Да, если хотят более пожирнее сделать это блюдо. Иногда делают из телятины. Вот, скажем, моя бабушка делала это блюдо из говядины. Но конином, как мне кажется, здесь самое то. Мы готовим на кухне МГС «Мебель». Крупнейший российский производитель корпусной мебели теперь и в Казани. Актуальные современные кухни в любом стиле. Модные оттенки, сложные текстуры и надежная фурнитура. Фирменный салон в Казани, ТЦ Савинова, 5-й этаж. МГС «Мебель для жизни». Я дорезал. Так, Руслан, да. Ага. Значит, давайте так, пока я еще не нарезал мясо, лук мы переложим в какое-нибудь блюдо, пиалушку. Да? Да, чтобы есть. оно подождало нас. И потом беритесь за морковь. Ага. Смотрите, а часто вы сами готовите?
Вот прям по-честному только давайте. Я могу сказать, я очень люблю готовить. Так. Очень. Не часто, конечно, я делаю то, что я сегодня делаю вот сегодня здесь, но чаще всего я делаю какие-то блюда из рыбы. Ага, и так ваше любимое Так вот, блюдо из рыбы? Значит, сначала моя любимая рыба – это судак. Камский судак, я считаю, это самая лучшая рыба, которая существует на белом свете. И вот из нее я делаю несколько блюд. Самые вкусные блюда, которые у меня получаются, это так называемый камский судак под маринадом. Звучит очень аппетитно. Руслан. Так, да. Давайте начнем укладывать. Значит, все нужно выложить слоями. Значит, вот у нас есть мясо. Да? А Потому что-то масло добавляем или нет? Можно, да, чуть-чуть. Так, Буквально, но давайте. мы там будем добавлять воду буквально чуть-чуть, чтобы на первых порах достаточно. Не пригорело. Поэтому мы вначале выкладываем мясо. Так, следующим слоем что у нас пойдет? Следующим лук, но предварительно надо немножко, буквально чуть-чуть соли, буквально. И также чуть-чуть перца. Это блюдо не должно быть слишком достаточно. Спасибо, Руслан. Это блюдо не должно быть слишком соленое и слишком перченое. По большому счету оно более сладкое. После этого добавляем сюда слой лука. Весь или нет? Весь лук. Выкладываем все. Весь лук. И выкладываем его именно ровным слоем. Ровным слоем. Потом мы выкладываем слой моркови. В хаотичном порядке, В да? хаотичном порядке, именно чтобы морковь была вот не слишком мелко нарезана. Значит, следующий слой – это сухофрукты. О! Это сухофрукты. Да, это та вещь, которая даст именно сладость. То есть получится мясо в сладком окружении, в сладком соусе. Значит, мы берем курагу. Ага. Борис Давидович, я знаю, что вы из семьи врачей. Так ведь? И сами тоже врач. Да. Это как-то повлияло на ваш выбор или нет? Или вы, вас заставили, может быть? Или вы сами захотели пойти по стопам родителей? Вы знаете, в детстве я мечтал много кем быть. Так, да? Ну, понятно, что совсем в раннем детстве я мечтал, как и многие, быть космонавтом. А уже в более-менее в сознательном возрасте я хотел быть либо адвокатом, так. И вторая, кем я бы хотел быть, это журналистом. Но понятно, что наследственность сыграла свою роль, а я могу вам сказать, что в нашей семье 4 поколения врачей. Так. 4 поколения врачей, из них 5 человек доктора наук. Так. Есть кандидаты наук. В основном мы все специализируемся по психиатрии, хотя в нашей семье есть и невропатологи. Ну, это более-менее смежная, конечно, специальность. Мне нравилась медицина. Так. Но я, так скажем, младший ребенок в семье. И Казань не слишком большой город. И Менделеевича, как мне казалось, на то время в специальности психиатрии уже достаточно. Уже заполонили все. Да, заполонили. Эту нишу. Да. Но вот от судьбы, как говорится, не уйдешь. Я стал врачом, я стал Мне психиатром. кажется, если вы в 4-м поколении, то это уже где-то на генетическом уровне уже заложено, наверное, нет? Наверное. Ну, знаете, кто с чем играет ведь в детстве, да? Да. А я игрался с учебниками по психиатрии, поэтому других вариантов у меня и не было. Так, что делаем дальше? Значит, смотрите, мы уложили слой мяса, уложили слой лука, уложили слой моркови. Теперь слой сухофруктов, это курага и чернослив. И теперь нам нужно добавить немножко лаврового листа. Так. Да, буквально вот чуть-чуть я 3 лаврового листа кладу. Также я иногда кладу гвоздику, но самое главное с гвоздикой не переборщить. Там да. Да? Чтобы глинтвейн у нас не получился. Чтобы не получился. Вот, хотя, в принципе, можно. Буквально чуть-чуть. Так как блюдо у нас будет тушеное, поэтому мы должны туда добавить жидкость. У нас есть вода, смотрите. Вода, да. Но все-таки это блюдо непростое, и потом просто вода не подойдет. Ага. Значит, воду мы делаем следующим образом. Мы берем мед. Интересно. И разбавляем буквально 2 чайных ложки меда в этом стакане воды.
Он как раз-таки и даст, мне кажется, такую основную сладость этому блюду. Тут будет все. Тут будет и сладость, и немножко кислинка от чернослива. Так. И все это выливаем сюда. Так, одного стакана достаточно нам будет? Этого достаточно, но это еще не все. Так. Кроме еще не этого, всё. кроме этого, мы туда добавляем апельсиновый сок. Ого. Слушайте, ну я весь в предвкушении, честное слово. Я ни разу не пробовал такого блюда, чтобы прям и апельсин, и гвоздика, и чернослив. Уф. Так, я вам тоже чуть-чуть немножко здесь помогу. Да, спасибо. Но вы все-таки сказали, что вы пошли по этой профессии, вы учились в медицинском Университете, наверняка, ну тогда еще институт университете, да? назывался, да. Ага. Да. Ну и кем вы успели поработать за свою карьеру именно в медицинском плане, так скажем? Да, вы знаете, когда говорят, вот, что человек прошел все ступеньки, да, это примерно вот про меня. Так. Потому что давайте еще один. Да. Я начинал на первом курсе медицинского института, я решил, что мне необходимо работать. Так. Ну, это логично. Да, и уже через месяц после того, как я начал заниматься в институте, я устроился работать сторожем в поликлинику РКБ. То есть моя трудовая деятельность началась ночным сторожем в поликлинике РКБ. На втором курсе мы с моим другом устроились санитарами в пятую городскую больницу города Казани в отделение гнойной хирургии. Да, где мы мыли полы, мы ухаживали за больными. И там же мы учились делать уколы, потому что в то время антибиотики были такие, что их нужно было делать каждые 4 часа, а в отделении лежало там больше 60 человек. Конечно, медсестры не успевали. И узнав, что мы со второго курса медицинского института, они нас эксплуатировали, они давали нам шприцы, и мы обходили, значит, часть больных и делали им уколы. Тогда, когда я закончил третий курс института, я уже имел право работать с медицинским братом. Так. Я работал в приемном покое Шамовской больницы. На четвертом курсе я работал медбратом в психиатрической больнице в Республиканской, которая находится на Ершова. Ну, кроме этого, я проработал фельдшером 2 года, служа в рядах Советской армии. Вот. Поэтому, еще раз говорю, путь у вас, да, был путь очень насыщенный такой путь был. Да. Так, ну Руслан, что, ну все, ставим? у нас готово. Готово в смысле к тому, чтобы поставить на плиту. А ничего, что мы вот мякоть тоже туда все Нет, нормально. Это нормально, все да? хорошо. Значит, ставим на медленный огонь. Так. И забываем про это блюдо на 2 часа. Отлично. Ну что, мы забудем с вами про это блюдо пока что буквально на пару минут, потому что мы сейчас прервемся на рекламу небольшую, после этого вернемся и уже продолжим дальше. Коздырма из конины. Цимис. Конину нарезали средними кусочками, морковь крупными брусочками, а лук мелко нашинковали. В казан выложили слоями. Сначала конину, приправили ее солью и перцем, затем слой лука и моркови. Далее выложили сухофрукты, курягу и чернослив. Приправили душистым перцем, гвоздикой и лавровым листом. В стакане воды развели 2 чайные ложки меда и залили содержимое казана. В самом конце добавили сок 2 апельсинов, казан накрыли крышкой и тушили на медленном огне 2 часа. Ну что, друзья, мы вернулись. Напоминаю, это «Секреты татарской кухни». Сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы Российской Федерации Борис Давыдович Менделевич. Руслан, дорогие телезрители, мы приступаем к сладенькому. Так как я врач, и так как, говорит молодежь, я топлю за здоровый образ жизни, я хотел бы сегодня приготовить сладкое блюдо, десерт, но полезный десерт. Так, уже Да? интересно. Значит, мы сегодня будем делать конфеты из сухофруктов. Значит, давайте так. Руслан, можно вам поручить одно задание? Нужно, я бы даже сказал. Значит, финики необходимо освободить от косточек. Отлично, Да? хорошо. А я пока займусь тем, что порежу сухофрукты, вот курагу, не намного, буквально пополам. А есть какое-то название у этих конфет? Ну, давайте, я не знаю, давайте назовем «Здоровая сладость». Здоровая сладость. Да? Нормально. Нездоровый интерес к здоровым сладостям. Да. Это красиво. Это красиво. А скажите, пожалуйста, а когда у вас появился интерес к общественной деятельности? Ой, вы знаете,
Это опять-таки мы родом же из детства. Я тоже считаю, что это все как бы вот воспитание, это все то, что происходит с нами в детстве и так далее. Да? Я в детстве был очень активным и социабельным, так скажем, ребенком. Так. Я участвовал во всех возможных организациях, ну, пионерская организация, комсомольская организация. Я входил в комитет комсомола школы. Да? Так. То есть это такая серьезная, так скажем, чиновничья должность среди школьников. Поэтому я думаю, что тяга именно к тому, чтобы заниматься этой общественной деятельностью, она пошла из детства. А потом в дальнейшем, ну, так судьба складывалась, так жизнь складывалась, что я бывал в разных ипостасиях. Я работал и врачом, я работал и ученым, я работал и в государственной медицине, я работал и в частной медицине, я работал и в государственных органах, как по здравоохранению, так и вообще не связан со здравоохранением. И вот сейчас, так скажем, судьба меня привела в депутаты Государственной Думы. Я думаю, что это еще не последняя, так скажем, последняя инстанция, куда меня привела судьба. Вполне возможно, что-то будет и дальше. Мы все нарезали. Да, у нас все готовы ингредиенты. Тогда, значит, нам нужен будет блендер. И, в принципе, вот то, что я перечислил, мы складываем в блендер. Давайте для начала попробуем часть. Значит, мы кладем часть чернослива, часть кураги, часть фиников, Изюм. немного изюма, чуть-чуть орехов. И все это дело мы перемешиваем в блендере. Самое главное не превратить в кашу какую-то. в кашу, да. Там Какая-то должно текстура, чувствоваться какая-то текстура. должна. Да. Да? Мы приготовили такую массу из сухофруктов и орехов. В принципе, заготовка готова. Туда нужно добавить немного лимонного сока. Так. Ну, буквально, я думаю, наверное, будет достаточно половинка лимона. Хорошо. Так, и буквально немножко меда. Буквально вот 2 небольших ложечки меда. Все, достаточно. Так, убираем. Да. И все вот это, если вы позволите, я руками. Да, конечно. Да, руки я вымыл. Все прекрасно. Как удобнее, Врачебные как руки, проще. вы знаете, они всегда стерильны. Это да. Значит, все это перемешивается еще разочек. И будем просто формировать И будем конфетки, лепить, да, лепить котлетки, конфетки. Вот я думаю, что вот такой размерчик нас вполне устроит. Нам эти конфеты нужно еще, так скажем, обвалять в 2 вещах. Так. Это какао и это кокосовая стружка. Сначала я вам предлагаю обваливать в кокосовой стружке, Так. а потом в какао. Давайте. Борис Давыдович, но вы сейчас депутат Государственной Думы Российской Федерации. Я скажу честно, что гость такого масштаба на моей памяти в этой передаче вы первый. Вот. С почином. Да, спасибо. Я чуть-чуть волнуюсь, может быть, даже по этому поводу. Скажите, пожалуйста, а чем вообще занимаются депутаты? Ну вот в представлении людей, чем занимаются депутаты, когда их показывают по телевизору, они сидят, кто-то смотрит планшет, кто-то смотрит телефон, что-то там происходит, и всем, ну, как будто бы немножечко все равно, что происходит. Какие вопросы вы решаете? Скажите, пожалуйста. Руслан, это не совсем так. Это, вы знаете... Это понятно, что не так, но стереотипы такие. Да. Я с этим столкнулся, я тоже хотел об этом сказать. Я с этим столкнулся, что действительно в нашей стране есть некие стереотипы про депутатов. Потому что, существует много шуток, много анекдотов, много всего. Даже вот сегодня, когда я ехал на вашу передачу, открыл одну статью, в которой говорилось про дорожное движение, и опять вдруг о том, что невозможно по Москве проехать из-за депутатов. Да? Я могу так сказать, что мигалка среди 450 депутатов, которые существуют в Государственной Думе, есть у одного человека. Это вот председателя Государственной Думы. Больше ни у кого нет. Да? То есть есть некие стереотипы, которые понятно, что не играют на имидж депутатов. Но, с другой стороны, это понятно, что страна развивается, и всякое было в жизни страны, и всякие были депутаты. Чем же занимаются депутаты? Значит, главная и основная их обязанность – это законотворческая деятельность. То есть это
принимать, разрабатывать Так. и принимать законы. Законы, которые позволили бы стране и ее гражданам лучше жить. Мгм. Вот это главная идея. Понятно, что каждый депутат выбирает для себя некое направление, потому что невозможно по всем направлениям сразу работать. Так. Некое направление, исходя из этого выбирает для себя комитет, то есть в Государственной Думе более 20 комитетов. Да? Я в силу своей специальности... Что-то связано со Да, здравоохранением. он так называется, скорее всего. Комитет Государственной Думы по охране здоровья. Так. Да? И я занимаюсь именно вопросами здравоохранения и пытаюсь именно вот в этой области вести свою законотворческую деятельность. Это вот первое то, чем занимается депутат. Вторая очень важная и, я бы сказал, может быть, даже основная работа, это связано с обращениями людей. Так. Потому что все-таки депутаты – это те люди, которые избраны людьми, то есть прямые выборы. Так. Да? И, естественно, люди со своими проблемами, со своими какими-то бедами Обращаются. Да, естественно, идут к депутатам. И вот это, я считаю, что это одна из важнейших задач – попытаться помочь этим людям. Конфеты из сухофруктов. Нездоровый интерес к здоровым сладостям. Все сухофрукты и орехи нарезали на небольшие кусочки и измельчили при помощи блендера. В полученную массу добавили сок половинки лимона, 2 чайные ложки меда и хорошенько перемешали. Из заготовки скатали небольшие шарики и обваляли их в кокосовой стружке и какао. Дорогие друзья, ну что, мы все приготовили, мы все накрыли, да? Значит, у нас сегодня здоровая пища, Так. которую я призываю употреблять ежедневно. Ну, не именно эту пищу, а именно то, что здоровую пищу нужно употреблять ежедневно. Значит, сегодня у нас татарско-еврейские блюда. На первое блюдо у нас кыздырма, или же по-еврейски это цимис. На второе это у нас фруктовые конфеты. Мы их назвали здоровые... Нездоровый интерес к Нездоровые, здоровым сладостям. Да, здоровые сладости. Длинное название. Совершенно правильно. Совершенно правильно. Ну что, Руслан, я предлагаю Да, попробовать. конечно, надо. Я уже с нетерпением. Так, Значит, конина. конина. Хорошо проварилась. Прекрасно. Очень сочно, очень мягкая, нежная такая. Да. Мою любимую морковку я прям сразу. Давайте. Ну, знаете, она из-за того, что она варилась со всеми сухофруктами, у нее вообще прекрасный вкус, на самом деле. Ну и все сухофрукты. Да. Можно я прям вот так вот все вместе? Да, Руслан, вам можно сегодня все, потому что это действительно очень правильное питание. Действительно очень правильно. Это правильно и невероятно вкусно. Серьезно. Спасибо огромное. Спасибо. Очень вкусно. Так. И на сладкое, на десерт, как мы уже сказали, фруктовые конфетки. Да, ну не только фруктовые конфетки, но еще и пюре из груши, да, собственного приготовления. И, собственно, груш. Из собственных груш, из собственного огорода, собственного приготовления. Я вам больше своей скажу банки. даже. Совершенно без сахара. То есть это натурпродукт вот в том Он без понимании, сахара. которое он существует. Это То есть прекрасно. даже не используется сахар под это дело. Пожалуйста. А можно я конфетки прям руками буду пробовать? Да. Превосходно. Превосходно. Мне очень вкусно. Серьезно. Надо чаем запить еще, чтобы было татарским чаем. Мы тут каждый раз всех гостей угощаемся татарским чаем. Со всеми травушками, муравушками, как полагается. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Это все очень вкусно. Вот я не могу просто по-другому все это выразить, честное слово. Борис Давыдович, еще раз вам огромное спасибо. Мне было очень приятно с вами познакомиться. Спасибо, и Руслан. тем более провести время здесь, на кухне, и приготовить такие прекрасные блюда. Сегодня это мой первый опыт на этой кухне, но я очень надеюсь, что он не последний, потому что тех блюд, которые возможно приготовить из здоровой, из правильной пищи,
Их на самом-то деле огромное количество. И поэтому я всех вас призываю, берегите свое здоровье, ешьте только здоровую пищу. Спасибо. И не забывайте смотреть нас каждое воскресенье в 11:30 на телеканале ТНВ. Это были секреты татарской кухни. Саубуловас. До свидания, друзья. До свидания. Если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. А также не забывайте подписываться на наш канал на Ютубе.